В повестке очередной сессии парламента 3 вопроса, 2 из которых касаются постановления об амнистии во знаменование 30-й годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия. На сегодня у нас заседание парламента проходит в преддверии самого большого праздника в новейшей истории Абхазии, в преддверии Дня Победы, и поэтому сегодняшнее заседание посвящено, на мой взгляд, очень важным вопросам. Это вопросам, связанным с амнистией. Также в повестке заседания вопрос о внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда республики. Как отметил председатель фонда Денис Гулария, внесение изменений мотивировано необходимостью корректировки параметров отдельных направлений расходов. Утвердить общий объем доходов фонда в сумме 1 миллиард 480 миллионов 308 тысяч 300 рублей и общий объем расходов бюджета фонда в сумме 1 миллиард 528 миллионов 308 тысяч 300 рублей. Установить размер дефицита бюджета фонда в 2023 году на общую сумму 48 миллионов рублей. Определить источниками дефицита бюджета фонда в 2023 году за счет остатков, которые образовались на 1.01 в 2023 году. Это 83 миллиона рублей. Согласно принятым изменениям, будет дополнительно выделено 25 миллионов рублей, которые будут направлены на возмещение российских пенсий, неправомерно полученных жителями Абхазии. Раздел «Пенсионное обеспечение» предлагается увеличить на 23 миллиона рублей. Средства будут направлены на единовременные выплаты гражданам по случаю 30-й годовщины Победы и независимости. Проект закона об изменениях в бюджет Пенсионного фонда был принят в первом чтении. С 1150 получателям в сумме по 20 тысяч рублей каждому. Категории получателей это у нас получается семьям погибших, семьям погибших добровольцев и семьям погибших добровольцев с 93 по 94 года. Затем депутаты рассмотрели постановление об объявлении амнистии в честь 30-й годовщины Победы и независимости Абхазии. Согласно документу, освобождаются от наказания в виде лишения свободы все лица, осужденные на срок до 3 лет включительно, до 5 лет включительно, ветераны-добровольцы, ветераны тыла и инвалиды 1 и 2 группы, больные туберкулезом, ВИЧ-инфицированные, а также больные онкологическими заболеваниями 3 или 4 клинической группы, лица, впервые привлеченные к уголовной ответственности, женщины. Также освобождаются от наказания лица, совершившие преступления по неосторожности, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, а также беременные женщины. Освободить от наказания условно осужденных, которым до дня вступления в силу настоящего постановления не отбывают часть наказания замены более мягким видом наказания или отбывания наказания, которые отсрочены, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. Прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда о преступлениях, совершенных до вступления в силу настоящего постановления в отношении лиц, попадающих под действие части 1, 2 и 3 настоящего постановления. Освободить от наказания в виде лишения свободы осужденных, попадающих под действие статей 1, 2, 3 и 4 настоящего постановления, в отношении которых вынесен обвинительный приговор суда и не вступившим в законную силу. Не применять амнистию к лицам, в отношении которых ранее применялись акты амнистии или помилования, имеющим судимость за умышленные преступления и вновь осужденных к лишению свободы за умышленное преступление. Парламент рассмотрел постановление вместе с рядом поправок, касающихся непосредственно ветеранов ОВНА. 3 версии поправок были предложены депутатами Каном Кварча, Адгуром Харазия и Даутом Хутаба. Генеральный прокурор Адгур Агрба выразил свое мнение о предлагаемых поправках. У нас у всех есть близкие родственники, друзья, ветераны, которые принимали участие в войне, и мы тоже их очень уважаем. Но мы просмотрели список преступлений, по которым они сегодня несут наказание. Это в основном все статьи, которые относятся к категории особо тяжких преступлений. Это убийство и похищение людей. Наша позиция прокуратуры, несмотря на то, что кому-то это может не понравиться, мы считаем, что человек, который умышленное убийство совершил, несмотря на то, что он ветеран войны,
при всем уважении, я еще раз повторяюсь, мы категорически против. Согласно предложенной Даутом Хутаба поправке, от наказания вне зависимости от срока заключения будут освобождены ветераны ОВНА, за исключением лиц, совершивших такие преступления, как убийство, похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и принуждение к таким действиям, в том числе лиц младше 16 лет, развратные действия, а также тех, кто признан виновным в государственной измене, шпионаже и поступлении на службу в иностранную разведку. Количество статей, по которым амнистия не может распространяться, это прежде всего там, где касается убийств умышленных, и там, где касается воровства людей. Мое личное мнение, что там, где человек не погиб, там, где государственная измена не произошла, там, где нет преступления против половой неприкосновенности, в честь Дня Победы вот этим ветеранам все-таки стоит пойти навстречу. Парламент отклонил поправки, представленные депутатами Каном Кварча и Адгуром Харази. Постановление об амнистии во знаменование 30-й годовщины Дня Победы и независимости было принято с поправками, предложенными депутатом Даутом Хутаба. Рада Чачава, Рамо Камке, Абхазское телевидение.